Это похоже на проявление диктатуры. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как скажутся слова Эмомали Рахмона о вреде телефонов на мобильных операторов. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних и важных событий. Только за последние 10 лет на мобильную связь население потратило 30 миллиардов сомони. Мы мобильным компаниям, 90% которых являются иностранными, ежегодно отдаем 3 миллиарда сомони. И еще говорим, что у нас нет денег. Президент Таджикистана во время послания парламенту в очередной раз выступил с критикой злоупотребления населением мобильными телефонами. Однако в ходе своего выступления он, по мнению пользователей соцсетей, упустил важный момент. Подавляющее большинство абонентов вынуждены покупать дорогую мобильную связь для того, чтобы общаться со своими родственниками, трудовыми мигрантами. Операторы при этом напряглись, но не забыли высказать свое личное мнение по этому поводу. Сотрудник одной из компаний с иностранным капиталом на условиях анонимности сказал, что разделять компании на местные и внешние – это неправильно, так как любой иностранный инвестор для работы в Таджикистане регистрирует здесь новую компанию, и она уже будет таджикской. Также, по его словам, на территории республики останутся доходы этой компании, часть из них направляется на развитие бизнеса, другая – на оплату налогов и содержание сотрудников, то есть зарплаты и прочие, которые являются гражданами Таджикистана. Представитель мобильного оператора признается, что в компании ожидают возможных действий со стороны чиновников. Наши чиновники являются усердно услужливыми. Если руководство им прикажет принести тюрбан, так они его и с головой приносят, сказал он. От возможности введения каких-либо дополнительных сборов с мобильных операторов, по словам собеседника, пострадают все связанные с рынком стороны, сократятся доходы операторов и, соответственно, сборы фискальных органов, но больше всех пострадают, конечно же, пользователи. Любой бизнес перекидывает дополнительные расходы на плечи потребителей, пользователей, чтобы не остаться без запланированной прибыли, пояснил он. А как вы относитесь к такому высказыванию президента? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Собеседник напомнил, что уже с 1 января наступающего года операторы изменят тарифы, так как повышается ставка акцизного налога с 5% до 7%. Между тем, председатель Ассоциации операторов мобильной связи Гафур Иркаев согласен с критикой президента в той части, что многие пользуются мобильными телефонами нецелесообразно и неразумно. Звонит, например, человек и говорит в голосовом диапазоне по 30-40 минут. Это связано с интеллектом человека, отдельных людей. Есть такое понятие, как мобильный этикет, которым мы рекомендуем пользователям. Но наши люди словоохотливые слишком, что связано с восточным менталитетом, сказал он. Как вы думаете, при чем здесь восточный менталитет, если многие люди созваниваются, чтобы рассказать, как дела в семье? Например, люди не виделись несколько месяцев и хотят рассказать все, что у них происходит в жизни. Причем тут этикет? С другой стороны, убежден Иркаев, мобильная связь, интернет является необходимостью, без которой сложно представить существование в современном мире. В качестве иллюстрации к словам Иркаева стоит привести всего лишь один актуальный пример. После митинга в Хароге без интернета в течение месяца остается вся область. Выпускникам школ ГБАУ в течение декабря пришлось проехать на машине около 700 километров до столицы, чтобы дистанционно пройти необходимые процедуры для поступления в российские вузы. Только стоимость проезда с Харога до Душанбе и обратно составляет 600 сомони. Расходы родителей этих детей с самого бедного региона страны многократно увеличиваются, особенно если учесть, что они находятся в Душанбе уже 2 недели, ожидая следующих вступительных тестов. И здесь им нужно есть где-то и спать, использовать и оплачивать интернет. Вы согласны с тем, что в 21 веке интернет и связь — это уже не необходимость, это уже обычные бытовые условия, которые должны быть у каждого человека. И при этом власть не должна критиковать то, сколько и как люди разговаривают по телефону, ведь сейчас практически вся жизнь находится в интернете. Люди многие платят налоги, ведут бизнес в интернете, и при этом такой ужасный уровень интернета и мобильной связи в стране. Как вы к этому относитесь? Это похоже на какую-то диктатуру, будто Рахмон пытается нас заставить меньше разговаривать по телефону. Чего он боится? Что мы расскажем, как мы живем другим людям? Как вы думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!